19 сентября 1941 год, 22:00. Дорогая Анка, давно я не писал тебе, так как отправить письмо все равно не было бы возможности. Невозможно это и сейчас, но я думаю, что написанное письмо все равно как-то дойдет до тебя, а не написанное исчезнет бесследно. Вот я и сел писать. Сейчас глубокая ночь. Сижу в большой хате. Вокруг меня на лавках, на лежанке, на полу спят мои дорогие товарищи. Они спят в полной выкладке, в шинелях, затянутые в ремни, обнимая винтовку или пулемет. Горит ночник. Его шаткое пламя гонит тени по белым стенам мазанки. За столом напротив меня комиссар. Он так же, как и я, не спит. Не спит 4-ю ночь. Как случилось, что мы попали в окружение? Об этом долго рассказывать, да и нет охоты, так как до сих пор еще не все ясно. Одно бесспорно, что всюду, куда ни ткнись, немецкие танки, автоматические или огневые точки. 4-й день наше соединение ведет круговую оборону в этом кольце. По ночам кольцо вокруг нас обозначается заревом пожаров. Они вспыхивают то там, то сям по горизонту, придавая небу причудливую розоватую окраску. Великолепные золотые ветви вырастают в темноте. Бледнеют звезды. Зарево перекатывается, ползет по стенам, по степным далям и гаснет, вспыхивая в другом месте. Под утро уходим из села. Суровые, встревоженные лица колхозников, тихие речи женщин. Пылит дорога, вереницы грузовиков и подвод. Тылы стягиваются к центру кольца. Строевые части отходят, перегруппировываются для решительного прорывного удара. Кольцо сжалось чрезвычайно. Больше двигаться некуда. В ближайшие часы надо ждать решительного боя. Нет никакого сомнения в том, что соединение прорвется из окружения. Но как это будет? Какой ценой? Вот что не выходит из головы каждого командира.